Всю ночь не мог заснуть. Скреблась мышь. Я уже и бросался чем-то, и вставал, включал свет. И... В конце концов я стал мяукать, мышь замолкла. Я окончил 2,5 курса Макаровского училища и уже обошел весь Дальний Восток во время первой практики. Лихтера таскал на буксире на севере. А потом, уйдя в академический отпуск в силу обстоятельств, сыграл одну роль, поставил первый спектакль, второй и ушел из Макаровки. Я тогда не знал, в чем дело, пока не разгадал как бы тайну своей родословной, потому что мой прадед оказался в маленьком уездном центре Тверской области, на озере Селигер, в городе Осташков, оказался актером. Когда я поступил в институт, я изучал его творчество. Это было редкое исключение, когда в уездном центре волею государя был построен театр, профессиональный, и волею главы администрации города. И мой прадед сыграл там 170 с чем-то ролей. Вот откуда. Вот. Хотя, с другой стороны, моя тетушка по материнской линии, знаменитый ученый-историк Милица Васильевна Нечкина, которая изучала декабристов, лауреат Сталинской премии, член Верховного Совета. Но вот туда я не пошел. Я пошел по этой ветви. Ну и зависим от своих предков очень сильно. Про режиссера говорят часто, что он диктатор. Он действительно диктатор. Но он диктатор художественного плана. Это значит, что 24 часа в сутки он смотрит на жизнь с точки зрения ее драматической составляющей, с точки зрения конфликта между людьми, с точки зрения логики их поведения, с точки зрения неожиданности, с точки зрения парадоксальности проявлений. Он в это же время наблюдает еще за собой, и это составляет его способ жизни. То есть режиссура – это способ существования. Станиславский до конца дней своих с точки зрения бытового человека был очень нетерпим. Но в молодости он, например, когда Скупова играл, он залезал на 4 или 5 часов в подвал, чтобы почувствовать природу, значит, вот этого подвальную. И в дневнике записывал, ничего не почувствовал. А когда в одном дневнике написано, всю ночь не мог заснуть, скреблась мышь. Я уже и бросался чем-то, и вставал, включал свет, и в конце концов я стал мяукать, мышь замолкла. Вот это режиссер. А вообще профессия трудная, она сложная. Режиссура вторая по психоэнергетическим затратам после летчиков-испытателей. Летний сад, площадь Суворова, Троицкий мост, Нева и Марсово поле. Вот в этом перекрестке, ну, дальше некуда, потому что это живая история, сконцентрирована, Петропавловка напротив. Ну, наверное, вот этот центр исторический, который завораживает и покоряет, подчиняет и безмерно работает
ну, как бы совершенствование души человеческой. Незримо, но неумолимо работает на то, чтобы человек жил лучше, думал интенсивнее, вел себя более этично. То есть в этом магия. Петербург – это загадка такая. Мне ближе всего Петербург, ну, скорее всего, театральный все-таки. И поэтому в центре моего внимания сейчас, раньше был БДТ, это Товстоногов, у которого я учился. А сейчас, в настоящий момент, это Малый драматический театр на улице Рубинштейна, это Лев Додин. Малый драматический театр, театр Европы, лучший театр страны. И я думаю, что и Европы, и мира. Скорее всего так. Там сохранен метод, идущий от Станиславского. Он сегодня сохранен не везде, не всегда. А в ВДТ как раз Андрей Могучий, который экспериментирует. И там можно к этому относиться по-разному, могут возникать дискуссии и так далее. Четыре месяца по крупицам, трудно, в поисках складывалось то, что должно стать спектаклем. Удалось ли? Получилось ли? Загадка Товстоногова в каком-то смысле сложна, но в одном смысле она предельно проста. Это традиция русского реалистического театра, идущая от Константина Сергеевича Станиславского. Вот эта традиция в руках, в методе Товстоногова была доведена до определенного совершенства не только в области актерского дела, но и в области режиссуры. Вот этот неумолимо точный разбор, неумолимо точное знание жизни, неумолимо точное построение спектакля как внутренней жизни спектакля, прежде всего, живорожденного, когда жизнь не выстраивается, не разводится спектакль, а когда она провоцируется, когда она на каждой репетиции рождается заново, и когда на сцене действительно живая жизнь. Именно это я видел здесь. Я уже третий раз здесь, и это связано с курсом, который мы только что выпустили, с актерским, национальным абхазским актерским курсом, целевым курсом для Абхазского национального государственного театра драмы имени Самсона Чанба. У нас, в принципе, наши все впечатления, ощущения, способ жизни отсчитывается от профессиональной точки. Поэтому с точки зрения режиссера и с точки зрения театральной Сухум мне и представляется как бы средоточие театральной жизни Абхазии. В этом смысле Сухум очень интересное явление. Я немножко боюсь опережать свои же мысли, но первый раз, когда мы приехали сюда, мы первый раз приехали в так называемую, ну, как бы в экспедицию. После того, как выбрали к постановке дипломного спектакля одну из глав романа Фазиля Искандера «Сандро из Чегема». Эта глава называется «Джамхух, сын оленя» или «Евангелие по-чегемски». Вот тогда мы и приехали сюда. Мы еще уже начинали репетировать, но мы решили поехать в Абхазию, чтобы все потрогать руками, чтобы все пройти своими ножками, чтобы, ну, непосредственно почувствовать весь этот мир. И, конечно, это море впечатлений.
Дело в том, что Абхазский театр формально, он как бы очень молодой. Это 1929 год. Всего-навсего. Вот с этого момента официальный государственный театр появился. Но если посмотреть немножко дальше, то в 1918 и 19 году ваш гениальный художник, да, Чачба, да, Александр Чачба, проживал здесь, в Сухуми. Хотя родился он в другом месте и большую часть жизни прожил в России, а потом во Франции. Но вот эти 2 года он жил здесь, и он неминуемо должен был, и он это сделал, образовать драматическую студию. И там он набирал молодых людей, которые любили театр и уже что-то делал. А Дмитрий Гулия – это то же самое, это тоже провозвестники как бы будущего государственного театра. Это великие люди, которые породили этот, я даже не скажу вид, а скорее тип театра. Потому что Абхазский театр – это уникальное явление. В ряду таких же, может быть, уникальных других национальных театров. Мы познакомились со спектаклями Валерия Михайловича Ковы. Мы увидели человека, режиссера мирового уровня, даже не европейского, а мирового. Рядом с этим как бы могут стоять имена Товстоногова, из более молодых Некрошуса, там Стуруа, но вспомнился Питер Брук. То есть это вот тот верхний слой, который не разменивается ни на что. Это удивительный театр. Он до сих пор не разгадан полностью. Да, наверное, и не надо, потому что один мой приятель, театровед Алексей Пасуев, во время, когда Абхазский национальный театр гастролировал в рамках фестиваля «Балтийский дом», написал рецензию, в котором пытался определить специфику Абхазского национального театра. Он нашел формулу. Он написал так: это не просто театр, это пратеатр. Имея в виду, что это идет с какой-то древности, которая абсолютно в Абхазии не похожа была на жизнь всех соседей ее. Это же перекресток мира. Здесь были древние греки, древний Рим, Египет, Византия, чего только не было. То есть это, за эти 250 километров райского берега всегда шло сражение какое-то. Здесь такие энергии как бы бушуют, что здесь очень богатая, интенсивная жизнь всегда происходила. У Валерия Михайловича мы это увидели воочию. То, что послали 12 человек, молодых ребят, в Петербург учиться, это, конечно, тоже поступок и гражданский, и художественный. Он очень симптоматичен. Автор этой безумной идеи Кисоу Хагба, ведущий артист театра драмы национального. Вместе с ним Валерий Михайлович Ковы. Затем, когда мы приехали, это было уже в руках Эльвиры Арсалия, министра. Меня пригласили и спросили: вы не хотите вести абхазский национальный курс? Я сказал: да, конечно. Мы не учили их как обычно. Мы сомкнули их с моим театром, Санкт-Петербургский театр под самой крышей. Это была база их практики. И мы не учили их виртуально. Мы их учили в режиме реального времени. То есть где-то на первом курсе они уже вышли на реального зрителя. Не учебного зрителя, а петербургского зрителя с улицы. И райская ваша жизнь, райская ваша природа, она, конечно, тоже имеет 2 стороны медали, да? Значит, с одной стороны, они они темпераментные, они энергетичные, но с другой стороны, они ленивы. Как сказать, жизнь способствует здесь. Они, конечно, философичны во взгляде на жизнь. Вот он опоздал на занятие, к примеру, да, я его спрашиваю, почему не был. И он мне что-то слукавил. Я говорю: ты слукавил? Да. Это очаровывает, это заставило нас очень быстро полюбить их, потому что они чисты. Когда они приехали, многие сказали: советские дети приехали. Сейчас, по прошествии 4 лет, я не жалею.
Это действительно одаренные люди, это действительно хорошие ребята при всех там проблемах и сложности задач, но они героически выдержали весь этот 4-летний путь, они хорошо обучены, и дай Бог, чтобы у них хорошо сложилась как бы, ну вот, жизненная сторона их творческой судьбы. Я с Фазилем Абдуловичем знаком с 1983 года. Я был режиссером на спектакле по его произведениям в Ленинградском государственном молодежном театре, вновь открытом тогда. И он приезжал, и я был в этой афише режиссером. А ничего в мире не бывает случайно. И вот это вернулось, круг замкнулся. И замкнулся для нас и для ребят счастливым образом. Для них не очень просто было выбрать репертуар. И когда вдруг я вспомнил про это название, про Джамхук Ценаленя, и когда я вспомнил, что уже знаком с его творчеством, и когда я, прочтя это, увидел, что это все ложится на курс, я понял, что все в порядке. Они во время репетиции, знаете, что говорили? Они говорили нередко: это про нас. Я говорил: да, про вас. Они узнавали этот эффект узнавания. Он, собственно говоря, при том верном решении режиссерском, которое я все-таки нашел, уже 5-м по счету, но все-таки оно было найдено, Фазиль Абдулович начал помогать. Хороший классик вообще всегда, если не ошибаешься, он начинает помогать. Поэтому нам просто повезло вот с тем, что мы встретились. Потом это гений, действительно. Это его дважды представляли на Нобелевскую премию, и я думаю, он более чем достоин ее был уже тогда. В наше советское время он стал одним из самых интересных писателей, интеллектуалом, немножко диссидентом, немножко так как провокативно, таким, ну, необычным, неожиданным. Мы тогда так к этому относились. Битов был, Александр Моисеевич Володин. То есть это был круг каких-то вот людей, которые заглядывают дальше, чем куда-то в будущее. Он действительно разговаривает с вечностью, но он не теоретизирует. Он пишет простые вещи, земные. Это следствие ну, всеобщего хаоса нашей жизни. То есть две тенденции борются всегда. Тенденция гармонизировать и создавать, и совершенствовать, и тенденция к разрушению. Вот и все, стихийно происходило разрушение. Потихоньку мы возвращаемся опять, но не буквально, а по спирали именно, к истокам, к основам, к традициям, к профессии. А рядом с этим, конечно, бушуют эксперименты, чего только нет и сейчас. Глобальный театр живет по тем же законам, что и мы, но думаю, что там всего больше количественно, там все разнообразнее и разношерстнее, там все хаотичнее и беспорядочней. Как только мы переступаем рампу, мы начинаем разрушать театр. То есть традиционная модель театра – это все-таки зрительный зал, и хотя вокруг этого очень много разновидностей. Причем в эту модель вписываются все способы актерского существования. Нам только кажется, что это одно и то. Нет, не одно и то же. Вот в таком соотношении зритель и актеры возникает десятки способов существования актера, способов игры со зрителем, поэтому это может быть даже еще интересней. Скорее всего, вот поэтому, потому что наша жизнь немножко стабилизируется, и, как всегда, оно ведет нас в сторону академического знания и профессии, владения профессией. Это, по-моему, хорошо.